Мы находимся на территории благотворительного проекта «Поможем вместе», где благотворительные боксы, которые установлены по городу Бишкеку, и наши водители-экспедиторы собирают с благотворительных боксов вещи, и вещи все доставляются сюда, где мы сортируем, стираем, обрабатываем, и потом все собранные чистые готовые вещи мы распределяем по социальным категориям слоев населения. Это детские дома, дома престарелых, это семьи трудножизненной ситуации, это лица с ограниченными возможностями. Этот проект существует уже 2021 года, и на сегодняшний день мы стараемся развиваться и дальше развивать этот проект, чтобы люди оказывали ту иную помощь. Но хотел бы акцент поставить, чтобы люди приносили вещи в ухудшем состоянии. Вот наш человек, который работает на прачке, это мы здесь стираем, обрабатываем, тоже у нас тоже каждый день. Вот это мы тоже закидываем, стираем каждый день, да. Боксы складывают, вот у нас вещи. Мы сначала отсортируем то, что непригодно, мы выкидываем то, что еще можно использовать и для второй шанс на использование, то мы даем возможность постирать, обрабатываем. Тоже у нас есть компании, которые помогают приобретать стиральные машинки, стиральные порошки. Да, вот у нас даже есть кондиционеры. Вот которые, да. Все серьезно, да, отбеливатели. Да. Вот у нас большие машинки, это сушки. А скажите, вот в день сколько порошка уходит примерно? Здесь вас как зовут? 135. 135 килограммов? Килограммов. Да, 135 грамм. Грамм. Это на каждую машинку свои граммы идут. Смотря какие вещи у нас. Например, куртки бывают, такие объем. Вот это поменьше, конечно, 60-80. И кондиционеры есть. Кондиционер с крышками. Ну, я вот вижу, что очень все сознательно постирается. Да. Все как для дома. Для себя. Как для дома, да. А что тоже поменяем? Какие ткани? Ткани. Все ткани под цветом. Вот это сушки. Это сушки. Машинки работают. А это уже вот готовое, да? Да, это вот. Потом вот это все идет уже людям нуждающимся. Да. Смотрите, как новые, прям как будто в магазине. На витрине. Вот я вот тоже, вот допустим, вот мы берем, вот такое тоже, это все постиранное. Ага. Вот прямо уже готовое. Вот, чисто в национальном стиле тоже. Пиджак, да, вот хорошие пиджаки. Ну вот надо сделать акцент тоже, Игорь. Что вот что люди приносят и сбрасывают в боксы. Вот это вот можно носить, правильно? Да. Это людям пригодится. А вот детские, все они хорошие. Ага. Вот, пожалуйста, хороший детский комбинезон. Вот, куртка. Вот такой пуховик. Пуховик, это все постиранное, уже чистое. Да. И куда нуждающий человек может прийти и уже взять, получить одежду. Это мы тоже стираем, обрабатываем. Это я не один, вот команда, которая без них я бы и не справился. Это... Но хочется больше сознательности, Но... они понимали, да? Что мусор сбрасывать в боксы нельзя. Вот у нас еще одеяло тоже стирали, тоже приносят. Вот так вот. Да. Вот смотрите, вот такие кофты приносят. Вот они чистые, нуждающиеся разве. А полотенца есть такие чистенькие, да, еще. Еще, наверное, ароматизаторы добавляют. Ну, здесь нет такого запаха, как в секонд-хенде. Здесь запах такого нового магазина, так скажем, да? Ну, знаете, я всегда заставляю коллег своих, чтобы чистота, хлорка обязательно обрабатывать. Если я чую, что-то не так, начинаю... Пятница, ранняя уборка. Да? Он строгий руководитель, пятница, да? У нас пятница и ранняя уборка. Каждый день. Сейчас уже уборка сегодня. А где крышка? Поэтому отсюда? нет запаха никакого. Пойдемте, я вам покажу дальше. Вот в таком состоянии, да, вот это вот поступает. Да, вот, пойдемте уже каждый. Вот, Жазгуля. Здравствуйте. Здравствуйте. Жазгуля, расскажите, какие вещи нам приносят. Вот ваш... Самое главное, вклад, да, дорогие наши жители Бишкека, наши граждане, посмотрите. Лен, я хочу акцент ставить, зачастую сюда вещи, которые приходят, и зачастую то люди думают, что мы на этом зарабатываем или еще что-то, но люди не понимают, какой объем работы, процесс
здесь происходит, которые приносят грязные вещи, которые даже иной раз открываешь и чувствуешь, откуда вонь идет, и, извините за выражение, даже с говном вот это приносят, и жалко, Лишь бы и сбросить, лишь да, бы просто. типа Не донести до мусорного бака. очистить свой дом, и зачастую многие используют и семьи, даже детей, как второй сорт. Они не понимают, что какую помощь нужно оказывать максимально. Если ты не хочешь оказать помощь, но эту вещь не выкидывай на боксы, которые предназначены Наверное, для проще вещей. всего, вот, чтобы ты сам себе хотел, правильно? Конечно, Ну, надо и бросать да. в ящики, И, а не то, что- да, вот нам приходится разные, да, есть, ну, вот вещи, но это более-менее то, что отсюда мы потом идем на прачку, мы стираем обязательно, потому что То есть кто-то... вот эти все вещи будут проходить обработку. Конечно, конечно, потому что вещи мы стираем, показываем, и почему я сегодня вам показываю этот процесс работы, чтобы вы понимали не просто, что мы здесь сидим и ничем не занимаемся, и у нас благодаря этому проекту около 1000 людей, которые мы обуваем, одеваем, тем более сейчас зима на носу, и нужна обувь, и куртка, и одежда, и вся вещь, которая она идет адресно, именно Игрушки тоже обрабатываются, да. обязательно мы стираем, тоже такое. Да, чья-то вот игрушка тут. Да, но люди помогают по мере возможности. Вчера машину увезли большую тоже утиль, которую нам приходится зачастую выкидывать, к сожалению. И люди не понимают, что за это идет амортизация машины, бензин, оплата труда от специалистов. И нам приходится, если бы мы жили... Призываем граждан Да. сознательности. да? Если бы Больше. мы жили как в Европе, менталитет, конечно, такого хаоса не было. Но, конечно, со временем нам приходится это все объяснять, рассказывать. Вот даже хотелось бы это оказать помощь, но она поломата уже непригодна, и нам приходится это в мусор выкидывать. Ну да, Люди еще же как-то не понимают, что мы на это всё тратим огромные деньги. Вот, подскажите, Жазгуль, а это только одна пара? Да, у нас случается то, что где-то одна пара там лежит, а вторая здесь. То, что у нас же Мгм. в разброс все. Вот есть. Нет, ну даже если Нет. люди сбрасывают обувь, лучше ее в пакет Нет, но складывать, это, правильно? Да, Чтобы да. потом не искать. Вот, здесь, не это тратить время. тактическая, хорошая обувь, которая пойдет для ребенка Да. ДЦП, с ограниченной возможностью. Вот вторая, Да, вот вторая. видите, хорошая Да, обувь. Хорошая обувь. обувь, да, хорошая. Да, но мы стараемся контролировать эту помощь, чтобы эту помощь не продавалась. Мгм. А Работа. вот сюда напрямую могут к вам люди прийти и сказать, вот у меня нет пальто. Дайте Но мне пальто. мы, Напрямую. соответственно, человек, который хочет получить помощь, мы требуем соответствующие документы. Действительно он нуждается или нет. Может весь Кыргызстан прийти и сказать, а я нуждаюсь, дайте мне пальто. Надо как-то Да, доказать. вот так мы сортируем. Это уже по регионам, регионы пойдут. А, то есть уже все. Да. Да, у нас с понедельника по пятницу. А, да, да. Суббота, воскресенье, выходной. у нас выходной. Вот мы идем. А это кто-то принес, да, вот такой корзиночкой? Да, это сейчас доставка пришла. Я положила, Вот, чтобы доставка эти привезли. шапочки складывать, чтобы А, они Это нам подарили, да? Да, это нам подарили, и вот еще доставка. Так, а это что у вас за Это магазин. отдел? А, это магазин. Магазин. Доброе утро, добрый день. Вот это магазин для раздачи помощи, где семьи трудной жизненной ситуации. Люди приходят, выбирают то, что необходимо. Да, По да, да. возрасту детей. Но по я хочу, возрасту- чтобы Люда рассказала. Люда, вы можете рассказать? Да. Интересно здесь уже, да. Я вот чувствую, что здесь Ну, здесь, порядок какой-то есть уже, все на... здесь вешалочках да, это все на вешалках отдельно для женщин, отдельно для детей, мальчики, девочки, отдельно курточки, Давайте отдельно пройдем, вот все. Посмотрим, что здесь у вас. Вот это вот Здесь женское. Здесь как пиджаки, да? Ну, какие-то, я так более-менее так пиджаки, а здесь уже пошли футболочки, кофточки, юбочки. Скажите, вот трудно вот сортировать? Это же рутинная работа. вот. Вроде бы, ну что тут такого на вешалку повесить? А оказывается, это очень много времени занимает. Да. Одно дело, когда, знаете, это уже висит, а другое дело, когда это все в куче какой-то лежит. Да, это же надо разобрать, чтобы для мужчин, для детей, для этого Вот все. это уже А всё потом стирку прошло. да? это уже все стирку прошло, это надо вывесили. Вот детские, посмотрите. какие Мальчики, девочки, там вот праздничные платьица можно выбрать, можно длинные платья выбрать. Ну, здесь вот можно длинные Вот выбрать. я вижу, смотрите, какая хорошая жилеточка. Просто оно все имеет уже такой вид презентабельный. Да, уже будет Совсем другой, нежели постиранное, это да. всё, да.
Вот видите, отдельно юбочки, вот здесь и штанишки. Все здесь, То да. есть вот и механизм, вот люди приходят, как они выбирают? Они приходят и выбирают то, что им надо. Я не знаю, что они Они любят. могут взять без ограничения вещей? Ну, раньше у нас было по 5 килограммов на человека. То есть они это могут все взять, все, что им приглянет, и взвесить. У нас там весы стоят. Так, ну вот. Берут то, что им нужно, нравится, и то, что будут носить. Вот здесь очень понятно, прежде всего, запах, потому что ведь эти вещи прошли через столько людей, можно сказать, да? Да. Вот они уже приведены в порядок. Здорово, да, вот какая курточка. Да, здесь обувь. Вся мытая, вся. Нет, не, ну да, Ну, здесь я вот вижу, подошва вся практически. Да, чистая. да. Здесь вот рюкзаки, игрушки. Вот, там постельная, да, я так постельная, понимаю, да, покрывало, штанишки, все, что можно. Матрасы, тушёки привезли. Ага, хорошо. Я недавно здесь работаю, где-то месяц, и вот мы помогаем, потому что, очень много людей, очень много приходится перерабатывать. Вот, например, приносят, бывает, пуговицы, замочки, потому что все равно где-то, неисправные. Человек может сам поменять. Ему легче взять куртку и что-то исправить. Это дешевле, чем То есть новую даже вот покупать. такие мелочи, Даже такие соответственно, мелочи, утюг, бывает, зонты приносят. Вот, например, платочки принесли, палантины. Вот, бутылочки приносят. Правда, мало посуды, очень мало. Но по возможности, если у кого-то есть лишняя Ну, посуда, посуду только принесите. сюда же можно принести, потому Да. что ее нельзя в боксе, там написано. Да, мы поэтому это... Даже вот национальные головные вот колпаки. Да. И тоже в прекрасном состоянии. Да, Вот, пожалуйста, если шляпы есть, кому надо. Вот одеялка детские. Вот здесь вот даже у нас вот есть фигуруми вот эти вот для это. Даже для люльки есть вот набор. Ну, вы с таким увлечением рассказываете, Оксана, вам нравится? Ну да, в принципе, мне интересно. Я сама вот долго ждала, пока вот здесь появилась возможность. И то, что удобно, что и рядом дом у меня, я могу, у меня папа тоже болеет, и за ним я могу присматривать, как говорится. Вот. Это очень важно, нужно Да, делать. вот. Вещи, кепочки, шапочки. Здесь вот для самых И маленьких вы вот у хорошо нас. знаете товар, поэтому, когда приходят люди, вы можете Да, просто уже их направлять. Да, потому что- можно порекомендовать, например, вот шорты даже женские попадаются, мужские, вот. Здесь вот обычные женские, подростковые, вот. Иногда большие, даже игрушки у нас привозят. Для детей вот бывает, смотрите, какие красивые приносят. Иной раз вот с цехов привозят, бывает это. Тоже помогают люди. Цеховики приходят, приносят. Немного о правилах, Оксана. Кто имеет сюда право прийти? В принципе, сюда могут обратиться люди, которые, например, попали в трудную, тяжелую ситуацию. Есть, бывает, обращаются погорельцы. Есть люди с инвалидностью, у кого много детей, у кого тяжелое социальное положение. Они приходят, приносят документы, мы оформляем их. Если у человека бывает такая ситуация, что нету документов, и такие люди попадаются, да, мы даем разовую помощь. То есть стараемся по возможности помочь каждому. Магазин у нас работает в понедельник, среда, пятница с 10 до 3 мы принимаем. Обед у нас с 12 до часу. В другие дни мы обычно сортируем и наполняем магазин, потому что очень много времени на сортировку, на перебор, вот, чтобы те же самые игрушки перебрать, чтобы было целое, все красиво это поставить. Чтобы люди могли их спокойно, быстро достать все необходимое. Здесь сотрудников у вас? На данный момент нас 2 вот работает. Мы развешиваем, тут же с документами занимаемся, наполнением магазина. И заодно отсортировываем. И обращаясь ко всем неравнодушным людям, гражданам, сейчас наступает холода, зима, и нам очень нужны зимняя одежда, это кофта, одежда, это обувь. Приносите нам. И эти вещи, они идут для нуждающихся семей, трудножизненной ситуации, для лиц без определенного места жительства, для детских домов. Давайте будем вместе творить добро. Творить добро не так сложно.
Я еще раз напоминаю, что проект существует за счет неравнодушных граждан, за счет простых граждан. Это благодаря бизнес-компании, благодаря неравнодушным людям, которые нам помогают и помогают нам творить совместно работу, делать добро. И благодаря вам мы сегодня находимся здесь.